Кримське питання. Как нарушаются права человека в аннексированном Крыму? Как на это реагирует правозащитная организация? Как реагируют и что предпринимают власти Украины и России? Все это обсудим в ближайшие минуты в программе «Крымский вопрос». Ну, еще раз приветствую, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио Крым Реалии на 648 АМ, также мы доступны в интернете, на сайте Крым Реалии, на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, а также по телефону 8 800 10 06 926, если вы звоните к нам из Крыма, если с материка, то для вас другой номер телефона 044 490 2905. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу в 8 часов утра, в час дня и в 6 часов вечера. Ну а в другое время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Крымско-татарский ресурсный центр представил анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за первое полугодие 2021 года. По данным организации, за отчетный период российские силовики провели 33 обыска, 156 задержаний, удержаний и 41 допрос, опрос и беседу. Общее количество арестов за первые 6 месяцев текущего года составляет 96. 14 – это новые аресты, 55 – продление срока содержания под стражей, приговоры 27. Зафиксировано 205 случаев нарушения права на справедливый суд, 90 на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Также зафиксировано 36 случаев этапирования политзаключенных Крыма. Штрафы выносили 28 раз. Большая часть нарушений со стороны подконтрольных России местных чиновников приходится на представителей коренного крымско-татарского народа. И такая практика, заключают в Крымско-татарском ресурсном центре, приобрела на полуострове системный характер. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Что происходит вообще с давлением российской государственной машины на территории оккупированного Крыма, и становится оно сильнее, меньше, что происходит с теми людьми, которые попали под каток этой машины. И сегодня мы об этом будем говорить с Искандером Бариевым, главой Крымско-татарского ресурсного центра и членом Меджлиса крымско-татарского народа. Искандер, приветствую вас. Добрый день. Искандер, ну, на самом деле, давайте начнем. Это была, конечно, очень короткая такая статистика, у вас данных намного больше, но если возможно, вот сейчас, в 2021 году, вы собирали эти данные уже за целое полугодие, и к ним добавились еще, я так понимаю, к этой печальной статистике добавились еще буквально вот за прошедший июльский месяц, которые, я так понимаю, эти случаи задержания, арестов, обысков, они не нашли отражения в этом докладе. Да, в этом отчете данных за июль нет, потому что июль уже у нас, мы сейчас в начале августа опубликуем, как и обычно, ежемесячные, мы даем отчеты по каждому месяцу, но мы делаем отчеты каждый квартал, то есть каждые 3 месяца, то есть 3 месяца, полгода, 9 месяцев и 12, для того, чтобы смотреть по нарастающей, в том числе, что происходит, и, соответственно, с данными, с подобными периодами, сравнивать с предыдущими годами. Но в данном случае мы сравнивали с прошлым годом, и таким образом мы уже показываем картину, насколько меняются ли, скажем, количество репрессий со стороны оккупантов на территории Крыма. И с другой стороны, мы, конечно, пытаемся выслеживать какие-то новые тенденции, новые подходы со стороны оккупантов и как на них нужно реагировать. Вот если говорить, да, как раз про первое полугодие, о чем говорят эти тенденции? Что происходит? Ну, в первую очередь, первое, хочу обратить внимание, что количество обысков, арестов и задержаний, оно, по сути дела, не уменьшается. Если говорить об обысках, то по сравнению с прошлым годом количество обысков увеличилось на 9 случаев. Но, опять же, мы в прошлом году говорили, что в прошлом году, в 2020-м, количество их было уменьшено в связи с тем, что это все-таки больше пандемия, связанная с коронавирусной инфекцией. Но в этом году мы уже видим увеличение, то есть негативную динамику, да, если говорить для нас, и позитивную динамику для них, потому что они увеличивают количество. Вы имеете в виду для российских силовиков, да? Вот это... Для силовиков, да. То есть, если с аналитической или с научной точки зрения посмотреть. Я хотел бы обратить внимание, что в данном случае, когда мы говорим об обысках, то
в этом году как раз-таки был зафиксирован случай, когда во время обысков они стреляли на поражение и, соответственно, убили человека. И нас это, конечно, очень сильно беспокоит, потому что подобные действия они часто проводят непосредственно на территории Северного Кавказа, когда там при так называемых обысках выводят женскую половину жителей того или иного дома, и, соответственно, потом в отношении мужчин могут применять оружие. Вы имеете в виду этот случай 11 мая, да, когда во время обыска застрелили гражданина, в Крыму застрелили гражданина Узбекистана Аюба Рахимова? Да, Аюба Рахимова. Дело в том, что действительно Аюб Рахимов, он находился в Крыму в нарушении украинского законодательства, но это уже, скажем, право или это уже компетенция украинских органов в этом плане уже оценивать. Но когда применяется оружие, и причем обыск проводился как непосредственно в том жилье, где проживала его семья, также и в жилье крымских татар, где он подрабатывал. И поэтому, конечно же, сам случай применения оружия, потому что, насколько мы владеем информацией, там сопротивления абсолютно никакого не было. Далее я хотел... Извините, и еще вот если по этому случаю, да, потому что оно, наверное, все-таки показательное, да, то есть и не было, по вашей информации, было ли найдено у него какое-то оружие или нет? Или это просто вот из-за того, что... Насколько мы владеем информацией, не было ни оружия, ни признаков каких-то для вооруженного сопротивления, и поэтому надобности или необходимости в применении оружия со стороны оккупационных силовиков просто мы абсолютно не видим, и поэтому мы считаем, что это превышение своих полномочий, и, соответственно, таким образом уже попытка, может быть, опробировать вот такой способ проведения обыска и способ запугивания наших граждан. Потому что это убийство произошло в доме наших граждан, где они проводили, соответственно, данный обыск. Потому что в итоге в отношении тех людей, у которых проводился обыск, не было предпринято каких-либо действий или обвинений в том, что якобы у них есть какая-то там литература или оружие или что-то подобное. Далее, на что я хотел бы обратить внимание, это, конечно же, задержание. Почему в этом году у нас достаточно высокий показатель? Это связано с тем, что подобная ситуация была и во втором полугодии 2020 года, когда уже мы начали замечать и фиксировать случаи, когда удерживают или... Потому что в классическом плане мы не можем говорить, что это были задержания, но то, что по этническому принципу останавливали автомобили, проверяли документы, изымали данные документы, не выдавали людям документы и удерживали их практически до 8 часов, 8-9 часов. На самом деле для выяснения личности достаточно в соответствии с законодательством не должно превышать 3 часов. И этот случай поэтому мы относим к категории задержаний, и поэтому достаточно высокие показатели. Это тот случай, когда 120 человек у Керченского моста удерживались всю ночь на протяжении 8-9 часов, и люди не могли уехать, люди не могли передвигаться, людям приходилось стоять у здания силовиков-оккупантов для того, чтобы получить свои права и дальше направляться в том или ином направлении. По этому случаю, кстати, вот когда о нем говорили достаточно много в средствах массовой информации, но тем не менее, напомните нашим радиослушателям, с чем вот вы связываете это их удержание и задержание фактически, да, на несколько часов перед мостом через Керченский пролив? В первую очередь, в том направлении люди направлялись на суд, для того, чтобы в Ростов-на-Дону, для того, чтобы поддержать своих соотечественников, потому что в последнее время все больше и больше практика оккупантов проводить судебные заседания непосредственно на территории Российской Федерации. И таким образом они, я так понимаю, проводят профилактические меры, чтобы массово люди не собирались в Крыму, но при всем том люди собираются, садятся в машины и едут для того, чтобы поддержать своих соотечественников. Как раз таки этого боится оккупант, потому что активность наших людей, она проявляется солидарностью с теми политзаложниками, в отношении которых проводятся незаконные судебные процессы.
И поэтому они останавливали машины, в первую очередь. Какой принцип остановки машин был? Они выслеживали крымскую регистрацию, понятно, что по оккупационным требованиям номера, потом далее просили по документы, видели фамилии, имена, а если крымско-татарский, то, соответственно, забирали паспорта, забирали права и не пропускали дальше. Поэтому вот этот случай, он уже второй. Первый был во второй половине 2020 года, как я сказал, и второй случай как раз-таки зимой 2021 года. На это нужно обращать внимание. Мы, Крымско-Татарский ресурсный центр, писал спецдокладчикам в этом плане, потому что здесь это осуществлялось действие именно по расовому принципу. И здесь явно прослеживаются элементы расовой дискриминации. И поэтому мы, конечно же, реагировали на это, и, соответственно, не только в наших отчетах, но и в наших специальных докладах это отражено. А вы сказали, что писали это докладчику, то есть куда идут дальше эти материалы? Смотрите, мы системно работаем над тем, мы же не просто вот делаем отчеты, и, соответственно, эти отчеты запускают средства массовой информации. Нет. Вот, данный отчет, который мы сейчас обсуждаем, он уже направлен не только в посольство, но в том числе и в комиссию, в офис комиссара Совета Европы по правам человека госпожи Дуни Мятович. Мы сейчас тесно сотрудничаем, потому что в соответствии с решением Комитета министров Совета Европы сейчас готовится материал, собирается для доклада генерального секретаря. И поэтому вот одно из направлений, куда мы направляем. Также мы направляем и в посольство Соединенных Штатов Америки, и в последнем отчете Госдепа США по правам человека, ситуация с правами человека в Крыму, там есть ссылки на наши предыдущие отчеты. И, конечно же, отчет Госдепа США, он достаточно авторитетен для многих других стран и организаций и так далее. Ну и, конечно, это и универсальные механизмы, когда мы говорим о специальных комитетах или спецдокладчиках по расовой дискриминации и так далее, когда мы это все оформляем непосредственно в доклад по тем требованиям, которые существуют, и направляем для того, чтобы в отчетах спецдокладчиков или в отчетах специальных комитетов были отражены те позиции, которые мы подаем. Мы проверяем, что мы подаем. Я напомню нашим слушателям и зрителям, Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра и член Меджлиса крымско-татарского народа, сегодня в нашей студии. Сегодня мы говорим про отчет по нарушениям прав человека в аннексированном Крыму за первое полугодие 2021 года. Сегодня говорим про тенденции, что меняется в последние полгода, если сравнивать с предыдущими периодами. Искандер Бариев, пожалуйста, вам слово. Да, на что я еще хотел бы обратить внимание. Мы затронули обыски, мы затронули задержания. Я хотел бы обратить внимание еще на такие случаи, которые характерны, скажем, для первого полугодия на протяжении всех этих лет. Это, конечно, выдача предостережений. Потому что понятно, что именно в первом полугодии сложилось так, что есть такие даты, в рамках которых проводится такая общественная активность. К ним относится и день рождения Тараса Шевченко, 9 марта, к ним относится и 26 февраля, День сопротивления крымского, 18 мая, трагический день для крымских татар, 26 июня, День крымско-татарского флага и так далее. И понятно, что оккупанты, понимая, что есть потенциальные активисты, которые могут организовывать публичные акции, они предоставляют им предостережения. Хотя в этом году, конечно, мы заметили, что количество таких предостережений было выдано меньше, но при всем том этот процесс продолжается. На что я хотел бы обратить внимание еще, когда мы говорим когда российские дипломаты на всех площадках заявляют, что в Крыму имеют все права, в частности, государственными языками являются украинский, крымско-татарский и русский язык, и мы в своих докладах, в своих отчетах показываем, что на самом деле они пытаются де юре показать, что якобы они государственные языки, а де-факто на самом деле нет использования, либо всякие есть косвенные препятствия. Так вот, за эту первую половину года были даже удалены из зала заседания суда, зафиксировано 13 таких случаев, когда в судебных показаниях политузники хотели давать показания на крымско-татарском языке.
То бишь, это является живым примером того, как нарушаются права на использование родного языка и насколько те, скажем, юридически подкрепленные, скажем так, действия де-факто, они не работают вообще, и, соответственно, это говорит о дискриминации. Искандер, скажите, а это происходило на территории непосредственно Крыма или людей вывозили вот на эти судебные процессы там в соседнюю Россию? Где это происходило, что им отказывали в праве давать показания на крымско-татарском языке? Но эти случаи на самом деле проходили как в Крыму, так и на территории Ростова. Это действительно было так, вы правильно подметили. И действительно большая даже часть случаев была непосредственно в Ростове. Но в данном случае мы говорим о крымских политузниках, и мы говорим о праве, о гражданском праве. И, соответственно, крымские татары не обязаны давать показания на русском языке, потому что государственным языком в Украине, который относился Крым, или де юре относится Крым, является украинский. Поэтому в данном случае мы однозначно на это обращаем внимание, и, соответственно, здесь должны были на это реагировать оккупанты и, соответственно, предоставлять такую возможность. Хорошо, а вот дальше, вот в этом случае, вот если люди говорят, что мы будем давать показания там, или с вами говорить на крымско-татарском языке, а им говорят, что нет, вы не будете, вот, да, то есть как это происходит? То есть просто им говорят, что вы будете говорить на русском языке, да, или вообще никак ваше мнение не будет тогда учитываться? Вообще, на самом деле, процедура она должна быть такой, что заранее либо подается заявление со стороны тех людей, которые должны давать показания, или участников суда, либо, скажем, даже в начале суда обычно должны спрашивать и при этом предоставлять переводчиков. Но в этом случае даже не было случая, что суд могли перенести или, скажем, отложить на некоторое время для того, чтобы обеспечить перевод, а просто в грубой форме удаляли политузников из зала заседания суда. То есть тут нарушено право и на справедливый суд, и право на пользование родным языком. Поэтому здесь однозначно мы на это реагируем, и, соответственно, особенно в универсальные институции, скажем, по правам коренных народов, мы, конечно, это будем активно информируем и будем информировать дальше. Понятно. На что еще обратили внимание за последние полгода? За эти полгода мы обратили внимание на преследование женщин. За эти полгода был вынесен приговор в отношении Долгополовой. Ей был вынесен приговор 12 лет лишения свободы. Дальше за эти полгода были зафиксированы случаи, когда были административные составлены протоколы об административном нарушении в отношении, в первую очередь, жен и матерей политузников. То есть, таким образом, оккупанты стараются все больше и больше запугивать уже женщин, потому что они являются, я бы сказал вот так, стержнем сопротивления, потому что борются за свободу своих мужей. И как раз эти полгода, они являются наглядными, и в данном случае мы как минимум можем говорить о 6 подобных случаев, и в том числе из-за преследования за одиночный пикет, который проводился еще в прошлом году. А активность проявлялась именно в этом году. Ну и, конечно же, здесь мы не можем не сказать о том, что достаточно жесткий случай был в отношении мы ранее упомянутого убитого Аюба Рахимова в отношении его супруги и его семьи в целом, когда разделили супругу от детей, саму супругу направили в концентратор, то есть временное пребывание там иностранных граждан, но при этом ее поселили, ее направили в больницу, где без ее согласия брали анализы там, крови, ДНК и так далее и тому подобное. То есть мы видим, какое бесчеловечное отношение на самом деле к людям. Опять же, она не гражданка Украины в данном случае, но эти случаи они происходят на территории нашей страны, на оккупированной территории.
который принадлежит нам, нашей стране, Украине, и поэтому мы, конечно же, на это должны реагировать. Я напомню нашим слушателям и зрителям, Искандер Бариев, глава Крымско-татарского ресурсного центра и член Меджлиса крымско-татарского народа. Сегодня мы с ним говорим по скайпу, говорим про нарушение прав человека на территории полуострова. Крымско-татарский ресурсный центр подготовил анализ всех этих событий, которые произошли. Тут очень важный вопрос, мне кажется, да? Вот зачастую, я вот даже сейчас смотрю под комментариями у нас на трансляции этой программы в YouTube, многие люди говорят, ну вот я там не, например, там не крымский татарин, я не мусульманин, и мне вообще ничего не грозит, да, то есть, ну, они как бы выводят себя за скобки. А на самом деле, вот российская государственная машина, ну, мы уже говорили о том, что и Олег Приходько, да, значит, и наш коллега был тоже арестован, фрилансер радио. Да. И обратите, если можно, значит, еще расскажите про случаи, да, вот которые были связаны не только с крымскими татарами, вот где, и, может быть, даже с российскими активистами. Но в первую очередь я хочу сказать о том, что когда мы говорим о задержаниях, то очень такой громкий случай в отношении задержания уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко. Он коллега ваш, и он журналист, и все об этом прекрасно знают. Мало того, что интересно, что до его... Он пришел к памятнику Тараса Григорьевича Шевченко и, соответственно, на следующий день был задержан. Кроме того, при задержании применялась сила, после применялись пытки, а до этого, насколько нам стало известно, с ним пытались коммуницировать некие люди под видом журналистов. И, как оказалось, что они то ли аффилированы с ФСБ, то ли сотрудники ФСБ, от которых как раз-таки и пошел посыл, да, как причине его задержания и, соответственно, ареста. Поэтому вот здесь вот вам живой случай. А потом, когда мы говорим не только о мусульманах, мы говорим о том, что я хочу в первую очередь обратить внимание радиослушателей на то, что у россиян, у оккупантов есть специфические статьи, поэтому мы в своих категориях политузников, у нас есть... Так, у нас что-то со связью. Искандер Бариев, глава Крымско-татарского ресурсного центра. Сегодня мы с ним говорим про анализ нарушений прав человека в аннексированном Крыму в первом полугодии 2021 года. Восстановили связь, да? Искандер, давайте продолжим беседу. Да, и здесь я хочу обратить внимание, что здесь как раз дела свидетелей Иеговы, дело так, давайте... диверсантов, так называемый шпионаж и причастность к так называемым военным формированиям на территории Украины. То есть мы видим, что оккупанты, они просто, используя свое законодательство, а особенно 2020 год отмечался тем, что они усиливали свое законодательство для того, чтобы применять в Крыму более жесткие репрессии в отношении наших граждан. И поэтому мы, конечно же, за этим отслеживаем. К примеру, у нас в списках наших политузников есть и крымчанин по происхождению, который относится к свидетелям Иеговы, но он был задержан в глубокой России. Но мы его отнесли к категории политузников, потому что он все-таки относится к гражданам Украины, во-вторых, он имеет прямое отношение к Крыму. И наша задача все равно способствовать тому, чтобы этот человек защищался именем Украины, защищался нашими правозащитными организациями. Вот, пожалуйста, вот такие случаи. Ну и еще случай, когда мы говорим о штрафах, и когда мы говорим о задержаниях, то достаточно большое количество задержаний было в связи с акцией в поддержку российского оппозиционера Навального. И это как раз в этом полугодии был зафиксирован такой случай. В данном случае мы не рассматриваем, насколько эти люди активны, неактивны в политической, российской, скажем, сфере. Но мы рассматриваем, что жители Крыма, да, там больше молодежь была. Она родилась в независимой Украине, эта молодежь, и она проявила свою позицию, и, соответственно, оккупанты в отношении них провели задержание и, соответственно, провели штрафы. Также я бы хотел обратить внимание, что в этом месяце, за эти полгода были оштрафованы люди на сумму почти 500 000 рублей, о чем, ну, там 466 тысяч и так далее.
О чем это говорит? Это говорит о том, что оккупанты продолжают применять административные взыскания и таким образом пополнять бюджет оккупированной республики. То есть, опять же, таким же образом пытаются всячески запугивать население, потому что при всех тех зарплатах, которые далеко не высокие в Крыму, для людей, в отношении которых выносят административные взыскания в виде штрафов, конечно же, это тоже ощутимо, и, конечно же, это тоже влияет на общую картину. Искандер Бариев с нами на связи, глава Крымско-Татарского ресурсного центра. Я сейчас несколько зачитаю, не удивляйтесь, это несколько реакций на вашу, в том числе, деятельность, на деятельность правозащитников со стороны подконтрольных Кремлю крымских чиновников. Вот, например, в 2017 году Дмитрий Полонский, тогда он был заместителем подконтрольного России Крымского совета министров, он говорил о том, что доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму является ложью, граничащей с преступлением. Это когда был в 2017 году доклад о состоянии и о нарушении прав человека в Крыму. В 2019 году, когда был вердикт Международного уголовного суда ООН, они тогда говорили так, относительно якобы имеющих место нарушениях прав человека в Крыму, это слова Фарманчука, не будет иметь серьезных юридических последствий. Дальше, опять-таки, Европейский суд по правам человека, но есть и, конечно, и реакция, когда Европейский суд по правам человека отклоняет запрос правительства России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину. Ну вот, речь идет о требовании к Украине прекратить блокировку и поступление пресной воды в Крым, да, и ограничение прав национальных и языковых меньшинств, я не знаю, что это, ну, понятно, что это совсем, это не касается Крыма, вот вторая часть, да, это касается материковой Украины. Тем не менее, значит, и я снова возвращаюсь к тому же самому вопросу, да. С одной стороны, есть реакция на вашу работу, да, вот есть реакция на то, что вы документируете, потом передаете международным организациям. Эта реакция, понятно, она негативная. Со стороны подконтрольных там России местных чиновников, они говорят, что у них все замечательно, вы сами приводили эти слова. Тем не менее, какое, на ваш взгляд, каким должен быть результат для того, чтобы, или какими должны быть действия для того, чтобы в Крыму изменилась ситуация с нарушением прав человека? Ну, в первую очередь я хочу обратить внимание, что и Полонского, и Фарманчука я знаю лично и на протяжении многих лет. И, конечно же, ну, неприятно слышать от тех людей, с которыми даже на каком-то этапе мы и сотрудничали еще во времена, когда Украина контролировала Крым, вот такие подобные заявления, но я думаю, что они просто отрабатывают свои должности и поэтому заявляют подобные действия. Мы же со своей стороны почему стараемся верифицировать и всячески подтверждать свои цифры? Мы не гонимся за цифрами, мы не гонимся за какими-то показателями, мы всегда говорим о том, что, возможно, мы не все учитываем, потому что у нас нет возможности полностью все контролировать, все, что можно, и все промониторить. Но даже те показатели, о которых мы говорим, они являются системными. Мы таким образом обосновываем, мы показываем тенденции, показываем анализ, графики, показываем, как это все происходит, четко классифицируем. И поэтому, конечно же, ведь вы тоже понимаете, что профессиональные люди, которые работают в специфических органах международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, органах Совета Европы, или тот же Госдеп США, они не возьмут просто так цифры. Они однозначно, скажем, перепроверяют, и даже порой бывает перепроверяют или дополнительно задают нам вопросы по некоторым случаям. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что все эти материалы или вся эта работа, она не проходит зря. Ведь те резолюции, которые принимаются, они в том числе опираются на подобных материалах, на подобном мониторинге. А решение международных судов, конечно же, в том числе учитывает позицию авторитетных органов, таких как Генеральная Ассамблея ООН, таких как Комитет министров по правам по Совета Европы и так далее. И понятно, что те резолюции, которые есть, допустим, резолюция Генеральной Ассамблеи, она носит рекомендательный характер, то решение уже ЕСПЧ или решение Международного суда ООН,
это решение обязательно к выполнению. Спасибо, Да, мы знаем, спасибо, Эскандер. Время наше, к сожалению, истекло. Эскандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра и член Меджлиса крымско-татарского народа, сегодня говорили о нарушениях прав человека. Вот такая неутешительная статистика за первое полугодие 2021 года. Это радио Крым Реалии. Всего вам доброго.